Добрый день, уважаемые зрители нашего подкаста. Это уже у нас с вами 9-й выпуск нашего подкаста. И в гостях у нас с вами директор Основномятской гимназии Оксана Витальевна Йоганссон. Добрый день. И ваши ведущие Алексей Син и Никита Артемов. Мы очень рады, что вы заглянули к нам в гости. Делать школьный подкаст без директора в гостях — это было бы как-то, несерьезно. Поэтому спасибо за уделенное время для нашего подкаста. Мы понимаем, что график плотный, поэтому будем задавать самые такие серьезные, насущные вопросы, которые интересуют как учеников, так родителей и самих учителей. Отлично. Так, Лёш, давай с твоих вопросов, а то Глеб, меня булит за то, что я тебе слово не даю вставить. В общем, тогда первый вопрос по традиции наших выпусков. Как вы решили стать учителем, и директором? На самом деле я ни разу в жизни не думала о том, что я буду учителем или директором. У меня были другие планы в этой жизни. Я думаю, здесь сыграл эффект неожиданности и в первом случае, и во втором. Поэтому я могу сказать, что я пришла в образование, просто зайдя на день открытых дверей в университет. И поняла, что я хочу остаться в университете и начать карьеру учителя. На самом-то деле это очень такой клишированный сценарий. Да, кто бы у нас в гостях не был бы, они все говорят, что мало кто действительно планирует остаться в этой профессии. И вообще, в принципе, переходить в эту профессию. И все это происходит каким-то естественным абсолютно образом. И мне кажется, из тех гостей, которые у нас были, это, получается, я и Леонид Гашков, которые сказали, что им прям это зашло, и они прям планировали стать учителями. Хорошо, давайте тогда поговорим об том вообще, как выглядит работа учителя и как выглядит работа директора. В чем главное отличие для вас лично, когда вы перешли на такую ступень? Вы ведь еще были завучем гимназии. Да. И как выглядит этот контраст? По сути, много кто меня спрашивает, что такое карьерная лестница учителя. И единственное, что мне предлагают люди, которые меня это спрашивают, что неужели ты там в директоры пойдешь, например. То есть где этот простор роста личностного и карьерного? Если начать с работы учителя, то там ответственность зависит от нагрузки. Да? У меня есть свои классы, моя ответственность работа в этих классах, подготовиться к урокам, провести качественные уроки. Если у меня есть классное руководство, то, естественно, обязанности классного руководителя. Если следующая ступень зауч, я, например, почувствовала, что я хочу еще чего-то в жизни добиться, хочу быть полезной, потому что я фанат образования на самом деле, я хочу развивать нашу школу, мне нравится обучать, но я очень люблю работать с людьми и быть полезной в данном случае для своих коллег в нашей школе. И когда я была заучем, там тоже ряд обязанностей, которые обязательно нужно выполнять, и там уже объем ответственности намного увеличился. Если смотреть теперь обязанности директора, если в нашей школе более 1300 учащихся, плюс 140 человек персонала, учителя и весь сопутствующий персонал еще вместе, то это очень огромная ответственность на самом деле. И плюс еще документация, и вовремя все сдавать, вовремя все выполнять и успевать следить за законами, которые меняются иногда со дня. Хорошо, то есть очень высокая ответственность. Очень высокая ответственность. Насколько я еще знаю, вы еще являетесь учителем эстонского языка в гимназических классах, и вам бывает тяжело совмещать и работу учителя, и работу директора? Я не только в гимназии, я взяла сейчас 5 У-класс, литературу на эстонском языке, 5 класс – это переходной класс, и веду на эстонском языке литературу, в 5 классе в том числе. Совмещать непросто, как я уже ранее сказала, мне очень нравится преподавать, и поэтому я не хочу терять этого опыта. Мне очень важно, чтобы я могла хотя бы в таком контексте быть с детьми, разговаривать, быть ближе к ним. Я люблю обучать детей, и тем более сейчас эстонский язык очень важный пунктик, так сказать, и поэтому я считаю, что те знания, которые у меня есть, мне нужно их обязательно передать и обучить детей.
А вот давайте тогда, вот интересно услышать из ваших уст, как трансформировались ваши отношения с коллективом школьным, с спецсоставом, когда вы стали из учителя в завуча, а потом из завуча в директора. То есть вот что изменилось вот в ваших личных отношениях, профессиональных отношениях? Может быть, вы заметили, что люди теперь вас более, как-то бояться, может быть, начали? В Ластомерской гимназии я учителем не была, я сюда пришла, в конкурсе участвовала, получила место зауча. То есть здесь в школе меня знают как зауча, и потом как исполняющего обязанности директора, и потом как директора. Да? И, в принципе, все зависит от самого человека, как ты себя в данной ситуации поведешь. Я пытаюсь быть обычным, нормальным человеком, человечным человеком, так сказать. Да? Я не хочу показывать, что у меня какая-то власть есть. Мое слово – это последнее слово, значит, так и надо выполнять. Я пытаюсь всегда говорить с людьми, входить в их положение, если возможно. Но, с другой стороны, и коллеги должны иногда входить в мое положение. Ситуации бывают в жизни разные. И поэтому я пытаюсь находить общий язык с людьми, всегда быть на уровне, на одном. Ну вот, кстати, выходя из этого вопроса, случалось ли вам иногда понимать, что ученик все-таки прав, но по уставу его надо было бы и наругать, и как-то наказать? Наказание и наругать, это, в принципе, это не педагогично на самом деле, да. Но, как говорится, дуралекс, седлекс, да, закон суров есть, но закон есть закон. Поэтому иногда жаль учащегося в какой-то ситуации, да, например, он не успевает исправлять какие-то свои негативные оценки, но по закону я просто не имею права идти навстречу учащемуся. Вот такие ситуации есть, мне жаль детей, да, есть такие ситуации. Знаете, с некоторыми учениками формируется такая ситуация, когда мне кажется, что они воспринимают мою доброту за слабость. Вот как вы считаете, вот в вашем личном профессиональном опыте были ли такие ситуации, когда вашу доброту тоже воспринимали как слабость? Бывало такое тоже, и бывало, что пользовались этой слабостью. Все это опыт, это нарабатывать опыт, и на своих ошибках учиться. Значит, в следующий раз я буду себя вести по-другому в какой-то ситуации, и, вспоминая тот негативный опыт, уже буду какие-то другие методы находить, чтобы сотрудничать с этим человеком. Ну вот я думаю, что вот если читать различные статьи, новостные заголовки и комментарии людей, допустим, в Фейсбуке и других соцсетях, очень много людей жалуются на то, что сейчас вот происходит переход на эстонский язык. И в связи с этим учителя, которые не сдали категорию эстонского B2 или C1, у вас, по сути, руки связаны, и вы должны выполнять закон и прекращать трудовые отношения с такими педагогами. Но при этом это люди, которых вы знаете лично, с которыми вы тоже сотрудничали там по много лет. И вот как даются вам эти решения? С одной стороны, юридическая сторона, что у вас нету власти пойти наперекор государственному закону, а с другой стороны, это люди, которых вы лично знаете. Ну, это очень сложно. Разговаривать с людьми вообще очень сложно, да, если какие-то такие тонкие темы, чтобы не перейти эту грань. Этому нужно, конечно, учиться. Сначала, то есть, когда вот этот закон вышел, когда я должна была разговаривать с людьми и объяснять им ситуацию, что они должны уйти со своего рабочего места, мы должны закончить трудовые отношения, это давалось очень сложно. И сейчас тоже дается сложно. К счастью, у нас сейчас в школе все в порядке, у нас учителя соответствуют категории, мы движемся к тому, чтобы все учителя были квалифицированными. Есть вот такие педагоги, коллеги, которые вот учатся, как ты, например, да, большое тебе спасибо за это. Вот, и надеемся, что ты у нас в школе останешься и будешь соответствовать полной квалификации. Но вот с коллегами, которым приходится уходить, которые, например, ушли, мне хочется сказать, что, да, закон есть закон. Я против закона не могу идти, и я ни в коем случае никак не могу этого человека оставить на работе, как бы я к нему ни относилась. Да, потому что, я как сказала, на мне очень большая ответственность, и я отвечаю тоже перед законом. Вот буквально, может быть, в последние пару месяцев был новостной заголовок о том, что где-то вроде бы в Нарве, если не ошибаюсь, поправьте, была ситуация, что директора наказали за то, что он какими-то обходными схемами сохранил
учителей как аби-õpetaja, то есть помощника учителя, но в итоге они преподавали полноценные уроки. И вот там за это последовало наказание. Вот как вы относитесь к таким ситуациям? Я негативно отношусь к таким ситуациям. Я еще раз повторяю, что директор должен выполнять закон. У нас есть департамент образования, министерство. Мы сотрудничаем с этими органами, так сказать. И нарушать закон нельзя. Ни в коем случае. Я против таких вот входных путей разных. Чем меньше ты нарушаешь закон, тем крепче спишь. И тем лучше, крепче нервы тоже. Свое здоровье тоже немаловажно. Хорошо, сохранить. Вот опять вернемся к вашей работе учителя. И вот как я часто всего слышал, оценки ставят больше замотивировать учеников, либо показать, как они знают предмет. А вот по вашему мнению, оценки вот для вас это мотивация или как больше, я не знаю, давление или наоборот? Что вы об этом думаете? Вот мы только с Никитой пришли с одного курса, где нам лектор из Таллинского университета говорил о том, что на самом деле оценка сама по себе не мотивирует. Да? Нужно находить какие-то пути, другие пути, чтобы мотивировать ученика. Да? Урок должен быть интересным, тема должна учащегося, если даже его не интересует тема, нужно выстроить урок таким способом, чтобы ребенок на уроке работал, да, и принимал участие в уроке. Поэтому какие-то работы можно не оценивать, а просто давать обратную связь, полную обратную связь, качественную обратную связь. И мы, учителя, этому учимся на самом деле. Это со дня не приходит. Как нам сегодня сказали, какой-то процесс может занять, мы это и знаем, не 1 и не 2 года. Поэтому мотивация, эта оценка, это не мотивация на самом деле. Если мы ставим подряд ребенку 2, то я считаю, что я уверена в этом, это просто демотивирует ребенка. И мы сейчас с учителями разрабатываем систему, которая могла бы, наоборот, помочь учащемуся. Вот я с коллегами разговаривал, и я очень часто выражаю мнение о том, что в работе учителей, вот в коллективе, мне кажется, одно вот лично для меня важное слово – это солидарность коллег между друг другом. И вот хотелось бы у вас поинтересоваться, вот что значит вот эта рабочая солидарность учитель-учитель лично для вас? Вот как она выглядит, вот эта здоровая солидарность? Для меня я понятие солидарности как-то вот так, может быть, не поддерживаю, но у меня свое мнение. Я считаю, что сотрудничество очень важно, да. Иметь контакт с человеком очень важно. И если вы нашли какую-то общую тему, например, какая-то тема урока, которую вместе разработать, то я считаю, что если вы нашли какую-то золотую середину, и вы нашли какую-то интересную тему, которую разрабатывать, у меня есть такой опыт в другой школе. Например, мы уроки эстонского языка часто вели вместе, да, потому что мы до этого разрабатывали какую-то тему, мы начинали ее разрабатывать, и мысли в течение этого процесса приходили такие хорошие, что мы поняли, что нам вместе хорошо работать, преподавать на этих уроках, и дети были очень довольны постановкой этих уроков. И у нас уроки очень хорошо были по качеству проведены, и дети были довольны. Я считаю, что нужна именно совместная работа, коостö, как мы и говорили. Одна из, получается, ценностей нашей школы. Да. И тема автономии тоже, которая сегодня у нас была, да, на курсах, я считаю, это тоже очень важно. Нужно давать автономию тоже. То есть какие-то, не то, что, например, делай, что хочешь, какие-то рамки должны быть, но автономия – это тоже очень важный процесс совместной работы учителей, и в том числе работа с детьми тоже. И затрагивая третью и самую главную ценность, понятное дело, то, что у нас ценностей много, но мы сформулировали в нашей Арангу Кава до 27 года включительно, что это также хиаолу, то есть благополучие внутри школы. Вот как вы, как директор, что значит для вас благополучие учеников и педсостава? Что касается учителей, то сейчас много говорится о том, что выгорание у учителей это связано с нагрузкой, связано с тем, что обновляются требования к учителям тоже. Например, теперь будет конкретно то есть выработаны уже модели для учителей, да, норм ИПТ, ванем ИПТ и там методик и так далее. С 1 марта этот закон будет уже, то есть он уже принят, но будет действовать с 1 марта. И мы должны все учителя посмотреть на себя и решить,
решить, я останусь в ИПТ или я хочу двигаться дальше до МПТ и так далее. Вот все эти процессы очень серьезные, и я считаю, что они влияют на наше здоровье эмоциональное, и в том числе и физическое здоровье. И поэтому я считаю, что маленькими шажками уже сейчас нужно готовиться и смотреть, что я должен сделать по-другому. Например, уменьшить нагрузку. Или мне нужно что-то в жизни поменять, например, заняться каким-то видом спорта или найти себе какой-то интерес, чтобы, например, не только видеть работу учителя, да, но и заниматься чем-то еще. Что касается детей, учащихся, то здесь тоже очень важно какую-то цель себе поставить. То это касается и учителей тоже, да, чтобы была цель в жизни, чего я хочу добиться, чего я хочу от этой жизни, да, не только вот учеба, я не хочу получить только, например, 5 по предмету, но у меня должен быть какой-то интерес, который я буду развивать и в конце концов добьюсь того, чтобы осуществить, вести, то есть чтобы в жизни, например, это внедрить. Угу. Вот давайте тогда перейдем к следующей теме, очень такой психологической. И есть такое понятие, когда у учителя формируются, получается, такие не то чтобы токсичные, но нездоровые отношения с учениками, когда вот чувство долга преобладает оно больше в приоритете, чем личное ментальное здоровье, например, физическое здоровье. И учитель не хочет, например, предать своих учеников, уйдя, например, на больничный лист, или уйдя из школы, поменяв профессию. Вот у нас, например, Леонид Николаевич Горшков говорил о том, что ему очень тяжело далось решение уехать из маленького города в Таллин, получается, бросив свой 8 класс, переходящий в 9, и что ученики на него очень сильно обиделись. Вот как вы считаете, вот расставляя приоритеты, что должен ставить в приоритет именно учитель? На первом месте это здоровье, в любом случае. Свое здоровье мы его не купим ни за какие деньги. Я считаю, что если человек здоров, у него все с физическим и с эмоциональным здоровьем в порядке, тогда он может какие-то выборы в жизни делать уже, да. А что касается, выбор это всегда сложно в нашей жизни, да. Что важнее? Мы никогда не знаем, что для нас важнее, что менее важно. Поэтому человек должен прочувствовать на самом деле, или должен прийти тот момент, когда ты чувствуешь, что что-то в жизни надо поменять. Я на себе это, например, несколько раз за последнее время прочувствовала. Да? В тот момент, когда я была учителем и потом решила, что я хочу кандидировать на зауча, мне пришло просто, я поняла, что я хочу чего-то большего. И, например, сейчас, например, тоже я чувствую, что мне нужно что-то в жизни изменить, или я хочу пойти учиться дальше, или я хочу какие-то интересы свои поменять, или что-то приобрести в этой жизни еще. Не материальное, а, например, что-то тоже вот в эмоциональном смысле. Поэтому это нужно почувствовать, и этот момент обязательно настанет. Вот знаете, я когда сидел вот с вами на курсах сейчас, у меня сформировалась такая вот аналогия, что это как когда, например, идет разгерметизация самолета, и кислородную маску надо в первую очередь надеть на самого себя и только потом на ребенка. Потому что если ты сам потеряешь сознание и не сможешь ребенку надеть эту маску, то толку будет никакого. То есть сначала учитель должен защитить себя и свое здоровье, чтобы у него появилась возможность и любой и физический, и эмоциональный ресурс помочь людям и ученикам, которых он видит каждый день на рабочем месте. Я абсолютно согласна с тобой. Абсолютно. И так я об этом и говорю учителям, даже ругаю, если они выходят из больничного раньше. Вот у меня здесь одна коллега сейчас, вот она торопится выйти на работу, вышла на работу, говорит: Оксана, я не могу сидеть дома, да, но в конце концов это может нехорошо закончиться, поэтому, уважаемые коллеги, дорогие коллеги, берегите себя, здоровье – это наша самая большая ценность, и это касается и наших дорогих учеников тоже, и их родителей. Вот если так вот подумать, вообще школа, она больше про дисциплину или про личностные качества? Я думаю, это совокупность одного и второго, потому что, когда я по радио к вам обращаюсь, я тоже говорю: уважаемая школьная семья, если вы обратили внимание, для меня все те люди, которые находятся в школе, это люди, которых я уважаю. Я тут про любовь не должна говорить, но я люблю своих детей, да, я люблю своего папу, да, у мамы у меня, к сожалению, больше нет, да. А я считаю, что мы все здесь люди, мы должны друг друга уважать. Очень важно друг друга уважать и ценить.
И вот тогда и отношения у нас будут налажены, и все будет в порядке. Вот трудно не заметить, что в письмах, которые вы отсылаете всему рабочему коллективу, вы очень часто вставляете различные личные фотографии природы, животных. Вот расскажите, вот какой смысл вы вкладываете? Какие эмоции вы хотите разделить с коллективом? Ну, это опять же, это вот чувство семьи. Да, например, если я выставляю что-то личное, значит, я очень доверяю своему коллективу, детям, учащимся, персоналу, потому что, да, вот выставляя свои личные фотографии, например, да, своего животного, одного из животных, да, какую-то природу, плюс я показываю то, чем я увлекаюсь. Мне нравится фотографировать, да, мне нравится фотографировать животных, мне нравится фотографировать природу. Да, и вот это я таким образом передаю частичку себя, и показывая, что я уважаю всех, кому отправляю это письмо. Хорошо, спасибо. Еще стоит отметить, что Оксана получила kõige suurem arv hääletusel sügisesel Rohelise kooli fotovõistlusel. Yeah. Ничего себе. Это будет как закадровый голос. Так, Лёша? Ну вот от такой серьезной темки чуть-чуть отойдем и пойдем вот к такому больше, можно сказать, развлечениям всяким, разным активностям в нашей школе. Как вы к ним относитесь? И могли бы вы тогда еще привести пример вашего любимого мероприятия в нашей школе? Но я считаю, чем больше мероприятий, которые вот объединяют наших детей и наших учителей, это очень-очень важно. Я только за. Чем больше мы будем, ну, чтобы их не было больше, чем учебы, естественно, учеба на первом месте. Но для того, чтобы учащиеся и наши дорогие коллеги чувствовали себя здесь хорошо, им было комфортно, обязательно нужно, чтобы были такие мероприятия. И у нас в феврале будут еще некоторые мероприятия, которые, я надеюсь, очень объединят нашу школу. И, например, вот это вот общее мероприятие 20 февраля. Я очень хочу, чтобы оно у нас состоялось, получилось, где бы мы почувствовали, что мы на самом деле школьная семья. Мероприятие, вот этот плейбэк-шоу, мне очень нравится, которое проводит уже будет в этом году 3-й раз. Дети прямо очень активно хотят принимать участие в таких мероприятиях. Например, я очень помню то мероприятие, которое вот вы проводили для учителей когда-то. Вы потом говорили, что у вас не очень оно получилось. Это было у нас Культвиллах, да, своя игра. В этом году вот, мне очень понравилось это мероприятие. Запомнилось тем, что вы с такой душой, с такой ответственностью к этому относились. Прямо вот до слез было приятно. Так что продолжайте в том же духе. И, конечно, нужно, чтобы в школе было больше традиций. И если чем больше мы традиционных мероприятий проводим, тем больше это опять сплачивает школьную семью. Замечательно. Это действительно согласен полностью. У меня вопросы закончились. Еще был же вопрос про то, например, я могу сказать, чем я занимаюсь еще дополнительно, да? Свободное время, вот потому что, да, работа учителя, директора, это очень-очень трудозатратно и занимает очень много времени, да, иногда я, начинаю в 8 и заканчиваю, я не буду говорить, во сколько я заканчиваю, вот, и так продолжается не только с понедельника по пятницу, но иногда на выходных, потому что приходят новые учителя, уходят учителя, когда мы проводим собеседование с учителями, нужно писанием заняться, большое спасибо Зинаиде Макаровой за это, потому что мы сутками иногда работаем. И она пытается сделать так, чтобы учителям было удобно, детям было удобно и так далее. Себя нужно как-то, выдыхать нужно тоже. Например, я всегда была на самом деле спортивным человеком, да, не люблю бегать, нет, это не мое. Но вот последний год я занимаюсь бадминтоном, например. Я хожу с друзьями играть в бадминтон. И на самом деле я поняла, что я всегда жду этого дня, когда мы опять соберемся, когда мы пойдем играть в бадминтон. Вы не поверите, мы с Константином Петровым, нашим бывшим коллегом, учителем английского, тоже играем в бадминтон. Вот почему-то мы не встречались с вами на одном поле, и я с удовольствием с вами сразилась. У нас всего-то, мне кажется, три площадки во всем Таллине, где можно это все. Но я в Ласномяе, не буду делать рекламу, но я хожу здесь, в Ласномяе, в один из центров, и мы встречаемся с друзьями, и там мы прямо вот выдыхаем, вот я как
себя очень хорошо там чувствуем. И прямо говорю, жду всегда этого дня, когда я пойду. И люблю ходить пешком одна, например, да, вот особенно сейчас такая шикарная погода, зимняя, и вот идешь или наушники надеваешь, какой-то подкаст слушаешь или книжечку, и вот идешь в своих мыслях. Еще обожаю читать. Вот я на выходных закончила еще одну книгу. Между прочим, Алина Тарасенко, большое спасибо, мне приносит иногда книги. Я их с удовольствием читаю. Сейчас у меня 2 книги Алины. Вот у меня в плане прямо их прочитать. Вот еще одна толстая, такая вот, я не знаю, там 600-700 страниц. Я еще не начинала, Алина. Скоро начну. А вот расскажите, пожалуйста, может быть, есть такие вещи, которые администрация школы предпринимает, чтобы сделать, например, жизнь лучше ученикам, родителям, педсоставу, но, может быть, это как-то незаслуженно, люди не замечают вот этого хорошего. Вот, и вы бы хотели бы на это обратить внимание? Ну, например, мероприятия, которые мы проводим для учителей, тоже на каникулах, например, да, это ИПТЛ мероприятие, да, некоторые считают, что это может быть какое-то вот дополнительное задание для учителей, дайте нам отдохнуть и так далее. На самом деле, хочу сказать, дорогие учителя, это очень важно для того, чтобы мы научились правильно сотрудничать между собой. Это очень важно. И делиться опытом. Говорят, что делиться опытом это невозможно, каждый получает свой опыт. Да? Но все-таки те мероприятия, которые мы проводим для учителей, я считаю, что они очень ценные, и прошу учителей их ценить и дальше. Что касается учащихся, именно вот я сейчас, наверное, бы обратилась к родителям. Вот те изменения, которые мы иногда проводим в школе, даже в связи с расписанием, если меняем учителей, это не связано с тем, что, например, учитель не справляется со своей работой или вот в негативном каком-то смысле. Нет. Просто такая огромная школа, иногда нужно проводить какие-то изменения, которые просто неизбежны. Да? И это тоже нужно понимать. И хочется сказать, что вот мне не нравится учитель, говорят дети. Да? Вот он не по той методике работает. Да? Давайте будем говорить о том, что учитель в основном у нас квалифицированный работает в школе. И если даже у него нет на данном этапе квалификации, у нас есть помощь менторов, у нас есть менторы в школе, которыми являются сами учителя. И они новым коллегам помогают, поддерживают их. У нас разработана очень хорошая система поддержки новых коллег. Да, во всех школах этого нет, у нас это есть. И поэтому хочется, чтобы эта программа внедрялась и дальше, и развивалась. Поэтому... Ну вот вы затронули очень актуальную тему, актуальную такую, я бы даже сказал, не то чтобы проблему, а рану, потому что от некоторых коллег можно слышать такую обратную связь, что сейчас вот людей, которые, например, по профессии учителя из-за незнания эстонского их, получается, уволили, а вместо них взяли людей, у которых только, например, знание эстонского. И вот сейчас вот очень большая критика как со стороны общественности, так и со стороны коллектива, что вот берут людей без профильного образования учителя, и вот лишь бы знал эстонский язык. Вот что вы можете сказать в защиту таких учителей, которые приходят, проявляют инициативу и пытаются попробовать себя в новом деле? И я очень благодарна тем коллегам, которые пришли вообще из другой сферы, выбрали профессию учителя. Спасибо вам большое, suur tänu kõikidele nendele uutele õpetajatele, потому что они герои на самом деле, да, они выбирают такую сложную профессию, одну из самых сложных, я считаю, и я думаю, что нам нужно их только поддерживать, да, я об этом пишу, например, родителям, если у них есть какие-то, опять же, недовольства. Я считаю, что этим людям нужно дать возможность, да, если они не справляются, они или уйдут, или мы пытаемся им все-таки помогать, поддерживать этих людей, и дайте им, пожалуйста, время. Да? Таллин тоже никогда не построится, как говорится, да? И я считаю, что давайте поддерживать новых коллег, потому что некоторые приходят на самом деле из тех сфер, где они могли и заработать больше, и спокойнее бы все у них было, да? Школа, где 1300 минимум, да? Это очень сложная семья, поэтому вжиться в ней и остаться – это геройский поступок.
Потому что вот у меня иногда формируется такое впечатление, как будто такая небольшая дедовщина, что вот, мол, типа, вот я отучился на учителя, и я вот точно знаю. А вот, получается, моих вот, опять же, вот эта солидарность, которая переходит в такую деструктивную форму, что вот, значит, моих коллег профильных учителей уволили, а берут не профильных учителей. Ну, я еще раз повторяю, закон есть закон, да. Мне очень жаль, что пришлось распрощаться с учителями, которые большие профессионалы, знатоки своего дела, но всегда есть возможность вернуться, и эти коллеги знают, какая это возможность. Мы рады их видеть в нашем коллективе, но нужно поставить еще одну галочку. Угу. То есть всегда есть возможность сдать эстонский обратно вернуться в школу. Да. Хорошо, тогда вот сразу же возникает такой вопрос. А если человек, например, на его место взяли другого учителя, например, там на срочный контракт год, и получается, что тогда этого человека берут, он проявляет свое, значит, чувство долга, пытается реализовать, учитель за этот год сдает эстонский, допустим, на C1, хочет вернуться в школу, и получается, что теперь мы поматросили и бросили этого нового учителя? Ну, есть закон тоже, например, те учителя, у которых временный договор, например, до 15 июня мы объявляем новый конкурс, да, и тот учитель, который ушел, но у него есть C1 теперь, например, он может тоже кандидировать на это место, и получает это место тот человек, у которого есть квалификация. То есть это вот прям конкретно честная конкуренция? Это честная конкуренция, у нас все. Министерство образования у нас тоже требует эти документы. Например, только мы отправили документы, как у нас проходит конкурс, кто участвует в конкурсе. Поэтому всегда есть возможность кандидировать. И если есть вакансия на это место, то почему бы и нет? Должны быть равные возможности у всех. Вот мне кажется, что это очень важное послание для людей, потому что иногда... Потому что мотивация тоже, тогда у людей будет возможность подучить немножко язык, увидеть, где у тебя слабое место. Все мы знаем, где у нас есть слабое место, я надеюсь очень на это, да, и хочется же немножечко это вот слабое место подлатать. Вот, пожалуйста, есть такая возможность. Если человек хочет, у него есть мотивация, желание, цель, то пожалуйста. Хорошо, а вот давайте, я думаю, мы должны удерживать вовлеченных зрителей в контент, который они смотрят. Давайте поговорим о чем-то таком, допустим, экстремальном. Вот за что, например, можно учителя со дня уволить? Вот что говорит закон? Закон много о чем говорит, да, зависит от конкретной ситуации, да, и медиа об этом тоже много пишет. Например, физическая какая-то такая вот ситуация, когда вот физически учитель наносит какие-то повреждения учащемуся, да. Это может быть не только физическое, но и, например, какое-то эмоциональное состояние ребенка нарушается. И ситуаций разных много. Я не буду, у нас в школе, слава богу, не встречается таких ситуаций, и не было такого, чтобы я взяла и уволила. За последнее время такого не было учителя, но всегда есть испытательный срок 4 месяца. Это тоже по закону, да, есть 4 месяца, приходит учитель, 4 месяца испытательный срок, и в течение этого срока я смотрю, справляется человек со своей работой или не справляется, и обязательно я провожу собеседование. Например, в этом году в учебном году я провела около 30 бесед по развитию с учителями, которые пришли в этом году, и мы ведем беседы, мы говорим о том, что у него получается, какая слабая сторона, сильная сторона, где нужно подучиться и так далее. И спрашиваю также, какие следующие планы, на будущий год, например. И говорю о том, что мы оставляем учителя или мы с ним расстаемся, например, если он какие-то не исправит свои недочеты, так сказать. Но, в принципе, позитивно то, что в этом году хорошо прошли собеседования. Все те, которые пришли, хотят остаться. Не все. Хочу сказать, что некоторые учителя хотят пойти дальше учиться. И они хотят поступать в университет, особенно молодые коллеги, да. И я совершенно с ними согласна. Если они хотят учиться, пусть идут учиться. Это очень важно. Опять же, у них есть цель, пусть они ее добьются, и тогда пусть приходят обратно в школу.
Вот так. Ну, а в законе много таких есть пунктов, по которым можно уволить, но есть также пункты, по которым можно оспарить эти решения тоже. Но это очень серьезный такой вот серьезное действие. Нужно все очень взвешивать и смотреть на отдельные ситуации. То есть каждая ситуация рассматривается индивидуально? Естественно. И я это не решаю одна. Я обращаюсь также и к департаменту могу обратиться, иногда могу к министерству обратиться с некоторыми вопросами, и к юристам и так далее, потому что это должно быть очень взвешенное решение. Угу. А вот давайте представим, допустим, родителям, я думаю, наших учеников было бы интересно узнать, какие инструменты и возможности есть у администрации школы, чтобы проверить качество преподавания со стороны учителей, чтобы убедиться, что каждый ученик нашей школы получает максимально возможный уровень образования. Ну, это, во-первых, посещение уроков, как заучи, так и я, или это УПИ-КОКОКОН, это ЮГИТ у нас есть, да, мы можем посещать уроки, но обязательно о том, что кто-то из членов администрации, например, придет на урок, я должна предупредить учителя, я должна предупредить, что я буду конкретно смотреть на уроке. Это такая общая договоренность. Обязательно, если ты идешь к учителю на урок, например, я иду на урок, я должна обязательно дать обратную связь учителю тоже. Да? Мы не говорим о том, что у тебя плохой урок, ты делаешь неправильно, это неправильный подход. Да? Это нужно всегда поддержать и совместно решить, что нужно сделать для того, чтобы урок проходил в правильном направлении. Второе, это мы проводим, опять же, беседы по развитию. Да, если вот, или приходит сигнал от родителя, что, например, есть какая-то проблема, мы обязательно встречаемся с учителем и говорим о том случае, на который обратил внимание родитель. Или, например, внутри школы учащийся приходит, например, да, вот есть такая проблема, что нам делать? Тогда мы опять же идем к учителю, говорим с учителем и обязательно посещаем уроки. Обязательно нужно с людьми разговаривать. Без этого никак. Ну вот у меня сейчас на уме такая цитата из всеми известного произведения. Значит, к нам едет ревизор. Вот мне кажется, то, что родители могут, первый вопрос, который у них возникнет, ну, конечно же, если мы предупреждаем учителя, педагога, то обязательно там все подметет, все подготовится и покажет себя с наилучшей стороны, и, получается, пыль в глаза пустит, и получается, что проблема, допустим, не будет решена. Вот что можно ответить, и как можно утешить и заверить, что на самом-то деле посещение уроков все равно эффективно? Посещение уроков эффективно, и это не значит, что мы один урок посетили, и на этом дело закончилось. Мы посетим не один, не два, не три раза урок, а больше. И опять же будем проводить беседы, если надо будет работу проводить с этим учителем, ментор дальше, если он считает, что он учитель, который имеет достаточно опыта, мы все равно будем с ним разговаривать, да, и пока не придем к общему знаменателю. Да. В любом случае это очень важно. Хорошо, спасибо. Угу. Так, да. К нам едет ревизор. На собрание пришел один человек. Кто? Это кто? Алина Демина. Вот, нужно ее за это поблагодарить каким-то образом. Да, подумаем. Леша, может быть, у тебя вопрос какой-то родился? Роди вопрос, Алексей. Ну, Почему, например, дети уходят в другие школы, а почему они возвращаются обратно? Кстати, да, уважаемые зрители, да, вот такой вот небольшой инсайдик. Да, Алексей вообще-то сначала после 9 класса ушел в другую школу. Во-первых, он обещал, что он останется, но он ушел. Обещать не значит жениться. Очень интересно. Вот он, Никита. Да, теперь неожиданным гостем подкаста становится соведущий. Вопрос директора учащемуся, да. Да, ну так получилось, что я посчитал, что как будто бы было бы очень хорошо на самом деле подучить, подправить свой эстонский язык, сделать его намного лучше. И я подумал, что лучше всего это будет сделать в окружении, где люди знают этот язык как родной. Ну, в принципе, это правильно. Что, в принципе, правильно. Вот, да, я много слышал от людей, многих, что если ты хочешь выучить язык, то говори с носителями. Но я поступил по этому принципу. Я пошел в школу, все, меня взяли, поучился 2 недели,
понял, что мне очень тяжело, что я не... А что тяжело? Было тяжело, на самом деле, несколько предметов. Это физика, химия, математика. Потому что их я никогда на эстонском не брал так-то широко, как они его берут. И было тяжело понимать некоторые аспекты в этих предметах. Например, Тонкости, да? Да, формулы, всякие эти научные термины. Это было, да, очень-очень тяжело. И также эстонский язык, конечно же, потому что они его изучали как родной, да, и они проходят те темы, которые мы еще даже не начинали. И вот да. Плюс я в этой школе был таким неким тихоней, ни с кем не общался. И вот это еще сыграло роль, то, что я посидел дома, подумал, а как я выучу язык, ни с кем не разговариваю. Поэтому понял, что как будто, чтобы все сложилось хорошо, и оценки были хорошие, и все остальное, и мое душевное состояние было тоже в порядке, я решил, что раз год только начался, вдруг поможет, вдруг получится, да. Вот. И очень большое спасибо, что взяли. Я очень был рад, когда получил письмо, что меня берут, приноси документы. Это было, да. Ну, видишь, не попробуешь, не узнаешь на самом деле, да? Все познается в сравнении. Ну, может быть, немножко маленький срок был, 2 недели, да? Но если ты почувствовал, что твое здоровье начинает подводить тебя, как я уже ранее говорила, здоровье – это самая важная ценность, что есть у человека. И поэтому я считаю, что сделал ты правильно. Всегда вы, как ученическое представительство, самоуправления, вы можете что-то еще предложить, чтобы улучшить то положение, которое у нас есть в школе с изучением эстонского языка, например, если какие-то идеи есть. Мы всегда открыты для идей, для предложений. Да, мы всегда рассмотрим. Ну вот смотрите, мне кажется, то, что мы здесь вскрыли, очень интересную такую ситуацию, когда ученик попадает в полностью эстоноязычную среду, то есть это прям идеальная ситуация для так называемого лак-иппе, лимитут айна якелю-иппе, то есть когда мы одновременно преподаем и предмет, и язык, эстонский язык. И получается, что по принципам этой методики нельзя давать прямой перевод каких-либо терминов, а объяснять другими словами. Вот, Лёша, вот ты как человек, который сидел, например, на химии и физике, и получается, ты не владел вот этим словарным запасом, которые термины, понятия, которые нужны для понимания темы урока. Вот скажи, пожалуйста, вот как ты себя чувствовал, когда ты понимаешь, что вроде бы вот слово, понятно, потом пропуск, и уже вообще нет никакого смысла, что ты знаешь предыдущие все слова. На самом деле чувствовалось чуть-чуть такой стыд из-за того, что все знают, а я нет. Ну, это такое, это плохо, конечно, что я так чувствовал, но что еще поделаешь. А вообще было страшно отвечать на уроках, потому что, например, вот на той же самой физике у нас, получается, было так, что 2 урока мы повторяем или что-то изучаем, на следующий урок вопрос. И я сидел тише воды ниже травы, только бы, чтобы меня не спросили, только бы, чтобы я, не ответил неправильно, потому что я не понял, что мне сказали. То есть я понимал, бам, не понял, и опять начал понимать. Связь потерялась, и получается, ты уже чувствуешь, что у тебя стресс. И вот ситуации. Поэтому я не мог ответить. Ну, и, к счастью, меня ни разу не спросили, отличником я был. Не успели. Да. Меня не успевали спрашивали только на русском языке на предмете, потому что я его изучал в школе как родной. Вот, и там, я был отличником, конечно. Потому что там получалось так, что у меня в классе много было русскоязычных. Правда, меньше половины или даже больше, но вот. И как родной язык нас, получается, распределяли в группы так, что там была 1 группа немецкого и 3 группы русского языка. И в русский язык нас распределяли по такому принципу, что читать на русском умеете, тогда в самую сильную группу, а все остальные в младшую. Ну и вот я попал в самую сильную группу. Да. А вот давайте перевернем ситуацию на 180 градусов и возьмем, например, ситуацию, что вы же проводите обязательные встречи с родителями, чьи ученики, получается, в переходных классах. И вот расскажите, пожалуйста, какие эмоции испытывают родители? То есть они воодушевленные, они может быть, наоборот, все панические настроения, что сейчас все будет ужасно, ничего не выучит человек.
разные настроения у родителей. Мы пытаемся их успокаивать на самом деле, потому что это непростой процесс на самом деле. 1-2 класс там все более-менее, сложнее с 4 и 5 классами. Я ничего не буду скрывать здесь. Им сложнее дети воспринимать предмет на эстонском языке. Родители очень переживают, пытаются тоже дома дополнительно заниматься с детьми и так далее. Чего мы не советуем на самом деле делать. Я много раз говорила родителям, задача родителей создать такую обстановку дома, чтобы ребенок себя комфортно чувствовал. Это очень большой плюс, если родители это понимают и пытаются поддерживать просто ребенка эмоционально. Да? Погуляйте с ребенком, поговорите с ребенком, выпейте вечером чай, например, что, например, я даже со своим младшим 12-классником делаю. Мы беседуем дома, да, разговариваем. Я думаю, что это большая польза, чем вот опять на дополнительные курсы эстонского языка выталкивать ребенка и создавать дополнительный стресс ребенку. Я как специалист, я считаю, что я специалист в своей сфере, эстонский язык и литература, да, я уже, если в этом году будет 30 лет, как я преподаю, поэтому прислушайтесь, пожалуйста, родители. Я мать 2 детей в том числе. Да. Главное эмоциональное, физическое состояние вашего ребенка. Работа школы это да, вот это обучать. Если у нас что-то не получается, бывает, что не получается, мы всегда пересматриваем ситуации и пытаемся сделать что-то получше, правильнее, например, находим другие выходы. Да. Ну вот, а от себя скажу, что вот когда я тоже был переходным учеником, это на самом деле очень помогало, когда мама со мной разговаривала, вот. Потому что со школы я, получается, из-за вот такого какого-то смешанного состояния я приходил всегда грустный, какой-то безэмоциональный. И вот это, конечно, все перекидывалось на маму тоже, потому что она как бы волнуется, она все это понимает, но в то же время она помогала мне какими-то советами. Вот в том же самом, вот типа, а может ты все-таки подумаешь, что остаться, может ты все-таки взвесишь плюсы и минусы, посмотришь, может лучше вернуться, может лучше остаться, запиши там себе в блокнотик, давай посидим, поговорим, что у тебя получается, что нет. И вот на самом деле вот это очень помогало, потому что я вот сидел, думал, да, может все-таки у меня все получится, может я еще попробую. Ну вот как бы все в конце концов понял, что... Да. Поэтому связь с родитель-ребенок очень важна для вашего ребенка, уважаемые родители. И дети этого ждут. И я хочу еще сказать, что в следующем учебном году мы открываем 1 класс. Это будет у нас класс с общегородским набором, и туда мы принимаем детей с родным эстонским языком или для тех детей этот класс, который владеет эстонским языком на очень хорошем уровне. И это будет с немножко другим направлением класс. Ну, такая маленькая реклама, и реклама будет на школьном сайте тоже. И условия приема в эти классы тоже будут скоро на сайте школы. Так что вот такая да, вот. следим за новшество. Школьными медиа. Да, да. А вот смотрите, вы упомянули, что ваш собственный сын учится у нас в школе в гимназии. Вот смотрите, с одной стороны, это показатель большого доверия к нашей собственной школе, что это не так, что, значит, я директор тут, а мой ребенок где-нибудь в элитной школе учится. А вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот, не чувствуют ли на себе давление учителя, которые преподают у вашего ребенка? Вот, может быть, там, ой, ну это же сын директрисы, не могу же я там 2 поставить. Вот расскажите, вот. Ставят ему 2 тоже, если надо, да. Я не вмешиваюсь вообще в жизнь своего ребенка, но я не хотела это афишировать, я никогда этого не афиширую, но получалось так, что я работала в другой школе, мои дети учились в другой школе со мной вместе, но тут была такая одна ситуация неприятная в другой школе, и я перевела в Ластомянскую гимназию своего младшего ребенка, старший у меня уже совсем большой, вот, и поэтому я не вмешиваюсь. И советую всем родителям тоже дать автономию своему ребенку. Пусть ребенок какие-то свои синяки набивает, и если совершает ошибки, ну пусть он попытается сам исправить свои ошибки, потому что в будущем это очень поможет. Да? И на самом деле я знаю, что иногда говорят там моему сыну, что вот как-то так-то, и, к сожалению, бывает и за моей спиной говорят, что вот такой-то, такой-то, вот, может быть, что-то и не нравится в том, как он себя ведет, или оценки не всегда, может быть, идеальные.
но все равно я не вмешиваюсь. Ребенок должен сам разобраться. Ну, не касается не только меня, например, это касается всех, например, коллег, чьи дети учатся с ними вместе в школе. Я не говорю только даже о нашей школе, да. Нужно какую-то автономию давать ребенку, любому ребенку, да, поэтому в конце концов все наладится. Дети тоже очень грамотные, они разберутся. Да, это очень этический подход, действительно профессиональный. Да. Давайте тогда переходить к блицу. Лёша, жги. Так, Так. топ-3 ваших любимых фильма. И это все детские фильмы, это все фантастика и детские фильмы из детства. Например, сегодня я даже вспомнила с 5-м своим классом фильм «Нукицами». Я обожаю этот фильм, потому что там и музыка, и песни, и вот это вот какая-то мистика для меня. И все фильмы, которые фантастика, это моя любимая тема с детства. Книги. Книги я тоже люблю, детективы обожаю. Детективы и фантастику. А сериалы? Сериалы, ну, я не хочу сейчас рекламировать, наверное, где я смотрю сериалы, но я хочу очень знать, учить, ну, даже думать на английском языке, и поэтому я смотрю сериалы на английском языке, но это тоже детективы. Я обожаю Агату Кристи, например. «Смерть на Ниле» фильм обожаю. Именно тот старый фильм. Хорошо. Давайте три лучших места в Харима, где можно прогуляться на природе. 3 места, я думаю, это все направления болот. Обожаю болото, одна гулять, с семьей гулять. Обожаю города, которые маленькие, расположены около Таллина, например. Ну и сама я из Виленди, да, поэтому я обожаю свой родной город Виленди и призываю всех, если вы там еще не были, обязательно туда съездить. Я туда езжу и со слезами, потому что больше родители у меня там не живут. И когда я туда езжу, иду на то место, вот, где я всегда гуляла с родителями, наворачиваются слезы. Вот тогда топ-3 места для посещения в Виленди, чтобы сходить. Виленди, ну, естественно, развалины, театр, и посетите церкви разные в Виленди. Это тоже такое вот интересное место. Спасибо большое за такое откровение, на самом деле. Это очень дорогого стоит. И как для нас, как для ведущих, это показывает большое доверие и мотивацию для следующих коллег, которые придут к нам в гости, точно так же открываться, и потому что зритель это чувствует, зритель это видит. И хочется вести такую быструю, но прикольную рубрику, называется «Норм или стрём». Мы говорим вам утверждение, а вы говорите, это норм или это стрём. И вот первое, что приходит в голову, учитель опаздывает на урок на 5 минут. Ну, стрём, на самом деле. Ну, я так, у меня вот украинский класс, украинский, да, а вы опаздываете, ну, полминуты иногда, ну, вот по дороге стоит учитель, и нужно что-то ему сказать, вот, а вы опоздали. Ну, то есть начальство тогда задерживается. Задерживается, да, начальство иногда бывает, простите меня, пожалуйста, тоже и учителя, тоже всякое бывает. Это между норм и стрём на самом деле, потому что в жизни может всякое случиться по дороге на урок. Учители больше используют на уроке импровизацию, а не готовый план урока. Опять же, там между норм и стрём это зависит от ситуации. Я тоже иногда готова к уроку, но понимаю, что класс сегодня не готов в таком темпе идти или по такой теме, и мне приходится кардинально менять тему урока. Ну, не тему урока, а вот задание, которое я приготовила. Хорошо. Вы заходите в класс и видите, что у другого учителя, у учеников пустые парты, ни учебника, ни пенала, ничего. Я бы сказала, ни норм, ни стрём, разберемся. В каком плане? С кем? В положительном плане. Всегда можно найти выход из ситуации. Всегда. Нет такой ситуации, из которой нет выхода. Учитель отдает предпочтение опику, а не физическому учебнику. Я хочу еще раз повторить, напомнить всем учителям и родителям, что учебник – это дополнительный материал, поэтому никогда нельзя отдавать предпочтение или опику, или учебнику. Всегда можно найти дополнительный материал не из учебника и не из опика.
То есть норм... Опять же, не норм, это не норм и не стрём. Какие-то вопросы вы задаете, я не знаю. Я не могу ответить, норм или стрём. Ну, вы очень дипломатично справляетесь с ответами. Спасибо. Лёша? Ну, приходить в школу без сменки. Стрём. Конечно. Стрём. Уважаем труд наших уборщиц. Да, обязательно. да. Я тут немножко отыграю роль Инги Тыннисон, Да. нашего завхоза, потому что это все пыль, это грязь, этим мы дышим, у людей аллергия, и это неуважение. Да, я еще хочу добавить, например, сегодня ходила по школе, собирала бумажки и вот баночки от соков этих. Уважаемые учащиеся, уважаемые дети, взрослые, следите за порядком в школе. Видите бумажку, нагнитесь, поднимите бумажку или какой-то мусор, выбросьте в мусорный ящик. Пожалуйста. Это важно. Ученик приходит на урок с кашлем и соплями, лишь бы учиться. Стрём. Здоровье превыше всего. Сиди дома, лечись. Вот на такой позитивной, хорошей ноте о здоровье мы будем подводить наш выпуск к концу, потому что это, можно сказать, наш главный мотто этого выпуска, что бережем здоровье, Да. Как говорится, бережем честь с молоду, а мы с молоду в школе бережем здоровье. Да. Поэтому, надеюсь, вам было интересно, желаем вам хорошего дня, продолжения дня, а мы с вами прощаемся, машем привычно в кадр. Всем Всего спасибо. хорошего, здоровья всем. Всем до свидания. Да, до Увидимся. свидания. Увидимся.